А школьницы из Коми получили патент на уникальный способ культивирования микроводорослей. Мария Турьева, Светлана Лужикова и их педагоги нашли недорогостоящий вариант их создания в уличных условиях. Проект высоко оценили и научное сообщество, и профильные предприятия. Разработку в будущем можно использовать для ликвидации нефтеразливов. Алена Туркина пообщалась с юными новаторами. Вместимость этой бутыли 19 литров. Зеленый цвет жидкости придают обитающие в ней микроводоросли хлорелла вульгарис. Сколько их в сосуде, так сразу и не сказать. На 1 миллилитр приходится около 50 миллионов клеток. Для подсчета юные биологи использовали камеру Горяева. Там есть такие сеточки, и в этих сеточках мы считаем количество клеток на миллилитр. Вот, и потом это высчитывалось уже в таких больших масштабах. Вот здесь вот квадратик, и вот это все микроводоросли. И в каждом квадратике высчитывались клетки микроводорослей. Жизненный цикл одноклеточного растения длится около суток. Вот и в этом резервуаре все по законам природы. Водоросли рождаются, питаются, размножаются. Главное – создать для этого все условия. У нас есть сама емкость. У нас есть свет, потому что это микроводоросли, они, грубо говоря, это растения. Им нужен свет для своей жизнедеятельности. Аэрация происходит, то есть мы подаем туда воздух. Им тоже нужен воздух для дыхания. Вот нарабатывается наша суспензия микроводорослей, биомасса их. Мария начала трудиться над культивированием хлореллы еще девятиклассницей. Тогда ей предложили стать участницей нового проекта. Отказываться не стала. Девушка, ныне первокурсница одного из московских вузов, говорит, что опыт, полученный в учебной лаборатории, помогает ей и сегодня. У нас было две части, это теоретическая и практическая. На практической мы как раз-таки ездили в ботанический сад, сделали саму установку. Брали какие-то образцы, их анализировали. И затем теоретическая часть – это когда их нужно обрабатывать, нужно искать материал, нужно искать какие-то другие методы, похожие на наш, и уже сопоставлять, тоже анализировать. О хлорелле иначе, чем маленький да удаленький, и не сказать. Эта крохотная водоросль способна очистить окружающую среду от нефтеразливов. Сегодня при их ликвидации используются 3 способа – механический, химический и биологический. Последний – самый щадящий. На место разлива мы наши микроводоросли тоже разливаем. Они начинают размножаться, поедать нефть, тем самым ее разрушая. Самих микроводорослей становится больше. В принципе, микроводоросли, они не вредят природе, наоборот. Они подготавливают почву для будущих растений, и дальше для флоры, фауны. Проект, разработанный детьми, высоко оценили и научное сообщество, и профильные предприятия. А совсем недавно девушки вместе с педагогом получили исключительное право на свое изобретение. Оригинальность в том данного патента, то, что ребята предлагают культивировать данные микроводоросли, в данном случае хлореллу, непосредственно на полигонах. То есть это, конечно, хорошо, что питательная среда определенная используется для выращивания микроводорослей, но ребята использовали не дистиллированную воду, а непосредственно использовали природную воду для наработки этой массы. И вот именно уникальность в том, что можно культивировать эти водоросли прямо на полигонах. Удобство использования метода, его экологичность и дешевизна делают разработку очень актуальной. Сейчас можно смело заявить, что это уже готовый способ для устранения последствий нефтеразливов. Кто знает, возможно, совсем скоро открытие девочек из Коми официально войдет в список гениальных изобретений, придуманных детьми. Алена Туркина, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган, Сыктывкар.